Уже завтра во многих кабинетах общеобразовательных учреждений станет совсем тихо. Выпускники досрочно будут сдавать ЕГЭ. Всего проверку в 2015-м пройдут 715 тысяч человек. Единый госэкзамен и в этот раз претерпел некоторые изменения. Так, например, в русском языке исключили тестовую часть, а вот при сдаче английского теперь придется и поговорить. Число заданий с выбором ответов также сокращено. Человек должен не только читать и писать на иностранном языке, но и говорить. И говорить иногда даже полезнее, чем что-то написать. То есть будет возвращена устная часть этого экзамена. На селекторном совещании отметили, утечки экзаменационных материалов в интернет в 2014-м не было. Самое частое нарушение – использование мобильных телефонов. Однако федеральные власти и здесь нашли выход. В этом году в местах проведения ЕГЭ сигнал сотовых операторов будут подавлять, да и сами материалы будут передаваться по каналам спецсвязи. Сейчас в каждом регионе на основе анализа результатов сформированы специальные программы поддержки тех школ, в которых результаты экзамена недостаточно высокие. Но, в частности, по русскому языку мы вместе с коллегами в целом ряде регионов и Северо-Кавказского федерального округа, и Сибирского федерального округа, Дальневосточного федерального округа сейчас реализуем очень масштабные программы переподготовки учителей русского языка, именно опираясь на ту статистику экзамена, которая есть. Чеченским институтом повышения квалификации работников образования разработана программа специально для учителей русского языка. Они так же, как и школьники, сегодня сидят за партой, в свободное от урока время. Думаю, что сейчас программа поможет учителям освоить те именно темы, которые все-таки оставляют желать лучшего, которые как-то не дорабатываются. И в связи с этим все-таки напрямую результат учительского экзамена напрямую связан с результатом, который показывают дети на едином государственном экзамене. По словам Медведева, проведение ЕГЭ ему напоминает спецоперацию. Каналы связи и ограничение сотового сигнала – вынужденные меры. Школьники должны понимать, это делается в первую очередь для них самих. Ведь сами чиновники тоже когда-то сдавали экзамены и переживали не меньше. Я иногда получаю обращения и школьников, и родителей, какого плана, типа отмените ЕГЭ, мы все там страшно нервничаем. Но просто жизнь штука довольно быстрая, к сожалению. Они просто не знают, что когда мы все сдавали не ЕГЭ, мы тоже нервничали. И напряжение было, и нервы там у людей были очень сильно напряжены. Но с учетом того, что мы сейчас действительно используем и всякого рода методы слежения, и говорим о безопасности, может возникнуть ощущение, что это вообще что-то, так сказать, сверхъестественное, чего не было, скажем, 25, 30, 20 лет назад, даже 15 лет назад. Да? В Чеченской республике ЕГЭ сдадут более 17 тысяч человек. Среди них и те, кто не справился с экзаменом в прошлом году. Как заверяют федеральные власти, переживать не стоит, надо только готовиться. Тогда меры безопасности покажутся чем-то вполне обыденным, а не экстраординарным. Зураб Центроев, Алевтина Банадыкова, Султан Умаров. Новости.